В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске 12 семьям выделено жилье. Об этом и других решениях правительства в репортаже с заседания Кабинета министров. Депутаты приступили к работе после каникул. О планах парламента на осеннюю сессию. Оставил преступника за решеткой. Сухумский городской суд не удовлетворил прошение Гопия. 12 семьям, остро нуждающимся в социальной защите, предоставят жилье. Соответствующее постановление принято в Кабинете министров. На заседании правительства Абхазии всего было рассмотрено около 25 вопросов. Еще 6 марта этого года постановлением Кабинета министров была утверждена среднесрочная программа поддержки экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы. На сегодняшнем заседании члены правительства утвердили порядок предоставления субсидий организациям-экспортерам готовой продукции в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, а также затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях на территории иностранных государств и затрат на сертификацию экспортной продукции. Основная суть проекта заключается в том, что выделяются 3 категории субъектов предпринимательской деятельности, которые могут претендовать на предоставление финансовой поддержки правительства. Это в первую очередь организации, экспортеры, которые производят продукцию собственного производства и экспортируют ее на внешние рынки. Также это организации, которые производят собственную продукцию и намереваются экспортировать, то есть которые имеют договора о намерениях, либо имеют долгосрочные, среднесрочные планы по выходу на внешние рынки. Мы также готовы предоставить таким организациям поддержку, а также организации, которые сами непосредственно продукцию не производят, но тем не менее занимаются экспортом продукции, произведенной в Республике Абхазия, на внешние рынки. Премьер-министр Беслан Барцыц подчеркнул, что начало реализации этой программы станет хорошей поддержкой для наших экспортеров. Даже те, которые уже имеют налаженные рынки сбыта, вот один из пунктов, о которых говорил замминистра, это поддержка участников всевозможных выставок. Но тут, если хотите, даже имидж государства, довольно речь не даст соврать, для нас иногда становится проблемой ту продукцию, которую мы вывозим на наши выставки. Вот приведу пример «Золотой осени», которую полностью государство на этот год оплачивает участие наших представителей наших сельхозпроизводителей. И очень неохотно на это идут, к сожалению, наши сельхозпроизводители, несмотря на то, что все расходы мы готовы взять на себя. На заседании также был утвержден порядок предоставления государственной поддержки инвестпроектов, отобранных с этой целью в рамках инвестпрограммы 2017-2019. Чтобы обеспечить необходимый должный контроль и в целом достаточно жесткую процедуру отбора, при этом на продажных условиях, здесь предусматривается, что помимо голосования межведомственной комиссии, которая состоит из различных ведомств, с привлечением депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, контрольная палата, то есть чтобы максимально прозрачно отобрать те проекты, которые наиболее приемлемы для предоставления поддержки. Также в последующем все эти проекты должны быть утверждены на заседании Кабинета министров отдельным постановлением и должен быть заключен инвестиционный договор с Министерством экономики, где будет очень подробно прописаны все необходимые права и обязанности инвестора и государства в части контроля, в части предоставления отчетности, в части сопровождения механизма реализации указанной программы поддержки. Правительство приняло решение о представлении президенту предложения о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровско-Молдавской республикой. Постановлением Кабинета министров в госуправлениях и госорганизациях Абхазии отныне будет использоваться международный стандарт Unicode в качестве кодирования символов абхазского языка. Всем ведомствам поручено привести в соответствие шрифты, не отвечающие требованиям данного стандарта. Члены правительства утвердили план мероприятий по развитию государственного языка на 2017 год, а также повысили ставки авторских гонораров за создание, подготовку и переводы учебно-методической литературы, терминологических словарей. 12 жилых квартир из собственности государства безвозмездно переданы в муниципальную собственность города Сухум для последующей передачи жилья социально уязвленным и многодетным семьям. Администрации столицы поручено обеспечить заключение договоров найма жилых помещений, а также организовать подключение
подключение дома к коммуникациям и эксплуатацию соответствующими муниципальными службами. В работу комиссии по монументальному искусству внесены некоторые изменения. Теперь решение о сооружении художественных объектов комиссия будет принимать совместно с органами местного самоуправления. Члены правительства также утвердили обновленный состав комиссии и состав коллегии Министерства здравоохранения Республики. А у Министерства по чрезвычайным ситуациям появилось название на абхазском и английском языках. Депутаты Народного собрания Абхазии приступили к своей работе после летних каникул. О первоочередных планах абхазского парламента в материале Ренаты Шакая. Пока еще не определена дата первого заседания осенней сессии парламента страны, но свой первый день выхода на работу парламентарии посвятили обсуждению ближайших планов, приступили к своим обязанностям по утвержденному плану. На данном этапе депутаты рассматривают проекты нескольких документов, внесенных президентом Гараулем Хаджимба. Депутаты принялись к рассмотрению тех законопроектов, которые поступили от президента Республики Абхазия, от субъекта законодательной инициативы. Это несколько законопроектов, в том числе о введении патентной системы налогообложения, о введении специального налога для отдельных видов деятельности. Собственно говоря, должен сказать, что практика деятельности парламента Абхазии показывает, что львиная доля законопроектов, которые принимаются Народным собранием, они поступают от президента, из администрации президента. Собственно говоря, мы так понимаем, что и вот в рамках осенней сессии так и будет. Но при этом нужно отметить, что и сами депутаты парламента, являясь субъектами законодательной инициативы, вносят свои законопроекты. В частности, в рассмотрении находится законопроект о внесении изменений в закон Республики Абхазия о порядке въезда и выезда иностранных граждан, законопроект о внесении изменений в календарь праздничных дат Республики Абхазия. Вот те документы, которые находятся в портфеле высшего законодательного органа страны. В ближайшее время в парламенте страны ждут для ратификации 2 межправительственных соглашения. Что касается других законов о ратификации, то в самое ближайшее время, как я понимаю, президентом будут представлены на рассмотрение парламента 2 таких закона. Это закон о ратификации, соглашение, которое было подписано в рамках визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в августе этого года в Пицунду, где было подписано соглашение о медицинском страховании граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Вот законы, которые поступят на ратификацию в парламент. В декабре 2015 года закон о полном запрете абортов был утвержден Народным собранием республики. В обществе он вызвал неоднозначную реакцию, но 26 депутатов тогда высказались «за», только 3 против. Уже в феврале 2016 года закон начал действовать в полную силу. В качестве главной причины была названа острая необходимость решать демографическую проблему в стране. Спустя год запрет абортов, как утверждают специалисты, никак не повлиял на рождаемость, но зато повлиял на здоровье многих женщин. Дискуссия в обществе по этому вопросу не утихает, но и поправок в закон пока не ожидается. Актуальная тема. Периодически в нашем обществе раздаются призывы к тому, чтобы внести соответствующие изменения в этот закон. Могу сказать о том, что пока в настоящее время нет никаких по этому поводу предложений со стороны коллег, насколько мне известно. Будет ли принято решение о внесении изменений в данный законопроект, покажет время. Пока соответствующих проектов и предложений не поступало. Несколько месяцев назад Комитету по обороне и национальной безопасности было поручено осуществлять парламентский контроль за ходом расследования уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней Лианы Джгмазия и убийства ее старшей сестры Анджелы Джгмазия. Эти преступления вызвали большой общественный резонанс. Как отметил вице-спикер, ход уголовного дела остается под особым контролем профильного комитета. Комитет профильный по обороне и национальной безопасности вплотную занимается не только этим вопросом, но и в целом вопросами, связанными с деятельностью правоохранительных органов, силового блока. И поэтому данный вопрос также находится на контроле. И, собственно говоря, в рамках своей компетенции они будут заслушивать периодически представителей Генеральной прокуратуры, которые занимаются расследованием данного уголовного дела. Собственно говоря, первое такое заседание, первое такое рабочее совещание было проведено, и депутатам были представлены предварительные результаты следственных мероприятий. Календарный год близится к концу, и по закону о бюджетном устройстве исполнительная власть в лице главы государства должна представить парламенту проект республиканского бюджета на 2018 год до 1 ноября текущего года. Вице-спикер Левон Галустян уверен, что все сроки будут соблюдены, и проект главного финансового документа страны поступит в стены абхазского парламента вовремя. Индикативный план уже
депутатов и основные параметры государственного бюджета на 2018 год сформированы. Рената Шакая, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Сухумский городской суд отказал Ахре Гопи, осужденному на 14 лет по делу об убийстве Климантовича, в освобождении от наказания по болезни. По мнению судьи Сухумского городского суда, оснований для освобождения от наказания за совершение тяжкого преступления недостаточно. Наша съемочная группа присутствовала на процессе и выслушала все мнения. Нисфа Аршба продолжит тему. Прошение об освобождении по болезни от отбывания наказания за тяжкое преступление Ахра Гопи направил в суд еще несколько месяцев назад. Изначально рассмотрение дела было начато в Гулрыбском суде, так как территориально СИЗО Дранды находится именно там. Однако никакого решения принято не было, так как судьи один за другим брали самоотвод до тех пор, пока в райсуде не дошли до нехватки состава суда. Так дело и попало в Сухумский городской суд к судье Рустаму Чагава. Ахра Гопи уже 4 года за решеткой. Верховный суд Абхазии приговорил его к 14 годам лишения свободы. За время следствия Гопи не раз обращался за медицинской помощью. Состояние здоровья не позволяло ему присутствовать на судебных заседаниях. Несколько раз ему даже вызывали врачей в зал суда. Между тем, здоровье осужденного ухудшалось с каждым днем. Да и сопутствующих заболеваний становилось все больше. Врачи создали комиссию и провели экспертизу. В итоге было определено, что Гопи серьезно и тяжело болен. Я могу открыто сказать, как бы это сурово не звучало, пациент, как в данном случае, как у доктора, если вы меня спрашиваете, он бесперспективный. Извините, пожалуйста, за это слово. То есть очень тяжело его лечить, и возможно ли это... Я как хирург говорю, я бы не рискнула оперировать. Комиссия состояла из 4 врачей разного профиля. Каждый из них диагностировал у пациента ряд заболеваний, лечение которых в рамках СИЗО Дранда невозможно. По циррозу печени разнообразием исходов не отличается. То есть исход исключительно летальный. Генеральная прокуратура поддержала прошение Гопи и просила суд изменить меру пресечения, так как речь идет о высоком риске смерти. Заключение, которое сегодня в материалах дела присутствует, оно полностью соответствует постановлению Кабинета министров 22 сентября 2015 года, по которому утвержден перечень заболеваний. В данном заключении указано более 15 заболеваний различной этиологии, различной степени тяжести, и только 2 из них подпадают под перечень заболеваний, утвержденный Кабинетом министров. Это цирроз печени, АШСВ этиологии и печеночная недостаточность 3 степени. Данные заболевания были выставлены также подтвердились еще и в ходе предварительного следствия. Сейчас у Ахры Гопи диагностирована предпоследняя степень тяжести заболевания печени, гепатит С. И если он не получит соответствующее лечение, то назвать срок, который ему осталось жить, не берется ни один врач. Его заболевание и состояние слишком тяжелое, говорят медики. Оптимальным вариантом для Гопи врачи считают до конца жизни быть привязанным к стационару, то есть постоянно находиться в больнице. Принцип гуманизма никто не отменял, и цели и задачи уголовного преследования законодательства не заключаются в том, чтобы причинять человеку нравственные и физические страдания. Это правильно, четко записано у нас и в Конституции, и поэтому дальнейшее его пребывание в условиях СИЗО – это не что иное, как физические и нравственные страдания, которые неминуемо приведут к летальному исходу. Судья выслушал доводы врачей всех сторон, зачитал ряд приобщенных к делу материалов и ушел в совещательную комнату. Спустя пару часов Рустам Чагава огласил: в удовлетворении ходатайства отказать. Суд не видит оснований для освобождения Ахры Гопи. Заслушав сужденного Гопи и его адвоката Табагу, представителя СИЗО Фарзалиеву и прокурора Амишба, поддержавших ходатайство осужденного Гопи в связи с наличием у него тяжелого заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Врачей Габла и Беляева, подтвердивших заключение медицинской комиссии о наличии у Гопи тяжелого заболевания. Исследовав представленные на рассмотрение медицинские документы и материалы личного дела осужденного, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного Гопи ходатайства. Обжаловать решение стороны могут в течение 15 дней. Генеральная прокуратура своим правом на обжалование не воспользуется. А вот защита, наоборот, намерена обжаловать решение Сухумского городского суда в вышестоящую инстанцию. Нисфа Аршба, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.
В Германии открыто официальное представительство Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. С этой целью с 12 по 14 сентября делегация ТПП во главе с президентом Геннадием Гагулия находилась в Берлине. Представительство расположено в одном из фешенебельных районов деловой части Берлина. Его возглавил гражданин Германии и большой друг Абхазии Вольфганг Мацке. Открытию представительства предшествовал многолетний переговорный процесс с государственными ведомствами ФРГ. По случаю его открытия 13 сентября состоялась презентация, в которой приняли участие глава представительства ТПП Российской Федерации в Германии Сергей Никитин, известные бизнесмены Германии, ученые, депутаты Бундестага, журналисты, а также представители общественности, которые на протяжении ряда лет прилагали максимум усилий, продвигая имидж Республики Абхазия и развивая ее международные торгово-экономические отношения. Кроме того, абхазскую делегацию пришла поддержать полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба, проживающая в Берлине. Абхазские энергетики проводят плановые работы по замене опорных столбов линии электропередачи в Тхуарчалском районе. Сейчас работы ведутся в поселке Ацхыда, где планируется заменить 20 опорных столбов на новые. Этим деревянным опорам линии электропередачи в поселке Ацхыда уже более 30 лет. Во время непогоды и сильных ветров старые опорные столбы ломались у основания и падали словно спички, так как большая часть из них уже давно сгнила. В результате жители Ацхыда по улице Аршпы могли оставаться без света несколько дней, а в некоторых участках линии электропередачи проходят так низко, что представляют реальную угрозу жителям. Потому было принято решение о замене старых деревянных и железных опор на железобетонные. На данный момент проходят работы по установке и монтажу подвесной арматуры для прокладки провода СИП-2. Это делается для улучшения электроснабжения населения, а также электробезопасности. И здесь установлено будет до 20 опор, и на ней проложен провод 850 метров. Здесь же, в Ацхыда, по улице Нарчхё, строители уже поставили 16 железобетонных столбов, между которыми провели 750 метров линии электропередачи. По словам жителей, они давно ждали этого события. У нас сами столбы в очень опасном состоянии. Они стоят, если вы обратили внимание, кривые, где-то совсем вот чем-то подперто, как-то линия какая-то, проволока как-то натянуты, в опасном состоянии были. Вот сегодня проводятся работы по замене столбов, и также у нас проводят новую линию. Мы очень рады тому, что у нас это происходит. По словам специалистов, работы по замене опорных столбов и линий электропередачи в поселке Ацхыда будут завершены в течение недели. Затем работы продолжатся в селе Агубейди. Алика Трабш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Около 30 новых лифтов будут установлены в сухумских многоэтажных домах. Замена старых лифтов на новые по всей республике проходит в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. По всей Абхазии сейчас идет активная замена и установка новых грузовых и пассажирских лифтов, которые соответствуют всем мировым стандартам. С 2010 года в Сухуме были заменены 59 лифтов, из них 23 в 2016 году. Лифтам в сухумских домах уже более 30 лет, и это при том, что срок их эксплуатации 25 лет. Поэтому очень много жителей обращаются в администрацию с заявлениями о замене лифтов в их домах. Каждый год со всех домов заявления идут. Единственное, сейчас вот многие приходят, говорят, мы там в очереди были, что такое очередь? Все заявления у нас лежат. Стараемся по заселенности, во-первых, дома. Потом есть больные, инвалиды детства, войны. Много критериев, по которым иногда получается, мы, может, опередим кого-то. В настоящее время завезена большая часть лифтов, которые планируется заменить в этом году. И в течение 10 дней специалисты компании «Абхазлифт» приступят к их установке. Уже начался демонтаж старых лифтовых механизмов. Все успевается, лифты уже провезены в республику. Сейчас уже еще на следующей неделе проедут еще 12 лифтов. В общем, идет на 2017 год по замене только Сухум 20 лифтов и еще, то есть добавляются 10. Надеемся, что до 30 лифтов заменятся в Сухуме.
Сами жильцы, безусловно, рады тому, что в их домах появятся совершенно новые комфортные лифты. Ведь со старыми было всегда очень много хлопот из-за частой поломки. Старый он у нас так ломался часто, что мы больше ходим пешком, чем пользуемся лифтом. А то, что позаботились о нас, мы давно писали коллективные заявления. И то, что привезли, вот теперь начинается, наверное, в ближайшее время монтаж, это просто замечательно. Заместитель начальника управления капитального строительства Аста Мурджикерба отметил, что работа по замене непригодных для эксплуатации лифтов проходит практически во всех районах республики. В прошлом году мы ввели порядка 100 лифтов. Это в Гаграх, Сухуми и Гудауте. Конкретно по этому году, если мы говорим, то завершено 6 домов, 12 лифтов в городе Сухум и 2 дома в количестве 7 лифтов по городу Гудауте. На этот год планируется еще завершить 23 лифта в городе Сухум, установить, и в городе Гудаута 15 лифтов. Всего в рамках инвестпрограммы до 2019 года планируется установить до 100 лифтов в Сухуме, Гудауте и Бзыбе. На Алакове. Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Администрация Сухума приступила к замене трубопровода и установке новых канализационных колодцев на улице Иналыпа. Столичному ремонтно-строительному управлению предстоит заменить около 60 метров трубы диаметром 315 миллиметров. Работы ведутся уже несколько дней и к середине следующей недели будут полностью завершены. Этот трубопровод является одним из центральных в городе. К нему подсоединены канализационные системы прилегающих улиц. На участке, где сейчас ведет работу РСУ, трубы ремонтировали десятки раз. Спустя время она не выдерживала, и канализация вновь вытекала на улицу. Неполадки системы канализации в целом на этом участке привели к тому, что продолжать и дальше ремонтировать старую трубу было нельзя. Со временем износились трубы, пришли в негодность. Эта работа, будет выполнена в течение еще 2-3 дней, полностью будет завершена. Ну и, конечно, она улучшит работу всей прилегающей, которые там улица Басария, Бубнова и выше находящаяся, улица сама Иналыпа. Ну и Джонова тоже какая-то часть улицы разгрузится. Работы ведутся на довольно большой глубине, более 3 метров. Специалистам предстоит не только заменить трубопровод, но и установить 3 новых канализационных колодца. Все работы будут завершены уже к середине следующей недели, после чего силами РСУ будет расчищена территория и засыпана гравием место проведения ремонтных работ. Специалисты обещают, что все проблемы с канализацией у жителей части улиц Джонуа, Басария, Бубновой и 4 марта будут забыты надолго. Нис Фаршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоялась презентация 2 книг. Библиографического словаря абхазские писатели и сборника произведений молодых поэтов Ашацкыра. Авторы словаря абхазские писатели, председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазо и доктор филологических наук Вячеслав Бегуа. В книге представлена история творческих объединений писателей Абхазии, а также развитие национальной литературы в историко-культурном контексте 1920-х годов и биографии писателей Абхазии. Составитель сборника Ашацкыра, изданного тиражом 300 экземпляров, Заират Хайцук. В нем собраны произведения молодых поэтов. На презентации прозвучали несколько стихотворений в исполнении авторов. Книга посвящена молодым поэтам, писателям, начинающим. Это по счету 3-я книга. Думаю, что это дело стоящее. Как вы видите, это дает им силу, стимул. И в дальнейшем мы должны постараться сделать для них все, что в наших силах.
Государственный комитет Республики по государственной языковой политике приглашает детей и родителей на премьеру своего нового проекта «Театр эстрады». Дебют театра состоится 18 сентября в Абхазской государственной филармонии. Театр эстрады – это новый проект Госкомитета по языковой политике. Программа состоит из двух частей. Первая часть – это детская программа, а вторая часть для более взрослых. Начинаем мы в этом году с детской части, с детской программы, вернее. Она состоит из сказок и героического эпоса абхазского фольклора. Туда входят такие сказки, как «Чена Пупча Парасаквей», «Ацан», сказания об Абраскиле и так далее. Мы приглашаем всех желающих. Театр будет гастролировать по всей Абхазии в течение года, а 18 сентября мы приглашаем всех детей и взрослых на премьеру нашего проекта в 3 часа дня. Будем ждать с нетерпением всех. И о погоде. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ночью будет облачно, днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 21-23, днем плюс 31-33 градуса. Температура морской воды плюс 26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.